Сейчас я хочу предоставить слово нашему астраханскому спикеру, руководителю Юртовско-Ногайского проекта, историку-исследователю Амиру Дамировичу Мусаеву. Амир Дамирович, салам алейкум. Алейкум салам. Алим, слышно меня? Да, слышно и видно. Амир Дамирович, я хочу у вас спросить, вот мы сегодня много говорим о казахах, о Казахстане, но если говорить о юртовских нагайцах, да, вот о юртовско-нагайском движении, то здесь мы сталкиваемся с таким субъектом, как Республика Татарстан и вообще вот татарское культурное поле, татарская интеллигенция. Вот скажите, пожалуйста, с какими сложностями и трудностями сталкивается ваше движение и какую роль в нем играет именно вот сохранение ногайского наследия и какую роль играет именно вот защита ногайского наследия, скажем так, в том числе ногайской идентичности от нападок извне? Я хочу поприветствовать всех участников сегодняшнего круглого стола. Сегодня вот предыдущий участник Ринат Женебеков упомянул про такое понятие модное сейчас, так скажем, как элита, национальные элиты. Я хочу вот в качестве примера роли элит привести цитату одного из таких всемирных деятелей, как Махатма Ганди. Он говорил: элиты, воспитанные колониальной властью, являются врагами своего народа. По поводу вот так называемых элит, которые, в частности, были бы вот в составе творческой интеллигенции, которые вот были бы выходцами из состава юртских, так называемых татар, как их было принято называть в советский период и вот до сегодняшнего дня, да, там мы видим кого в основном. Это люди, которые получили определенное вот образование, где это сперва вот в татарских школах, где изучали татарский язык, литературный, казанский, в частности, диалект, да, своего языка они не изучали. А культура преподавалась тоже такая чисто чужая, то есть не та, которая вот идентична, так скажем, именно вот юртовская. Ну а дальше молодые люди, которые имели определенные, значит, привлекли определенное внимание кругов сказания, они, значит, шли туда учиться, в частности, в институты, университеты Казани, и уже получив полностью, так скажем, образование там высшее, уже работали на именно пользу вот этого татарского национального проекта. Здесь вот как таковой интеллигенции, вот с таким самосознанием твердым, как таковой, вот где-то до конца 80-х, 90-х, даже 2000-х годов не наблюдалось. Были отдельные личности, но, как говорится, один в поле не воин. Но вот это противоречие среди мыслящих людей, среди активных людей из юртовской среды, такое, что вот нам говорят, что мы татары, но мы какие-то не до конца, скажем так, татарами как таковыми являемся, у нас что-то вот свое особое есть и так далее, оно всегда в этих людях сидело. И вот в конце прошлого года уже именно активисты из числа юртовской молодежи, собравшись, решили, что нужно уже вот запускать свой определенный проект именно по сохранению тех остатков, которые до нас, до этого времени дошли, остатков культуры, языка, и дальнейшее уже идти, как бы, скажем, на воссоздание этого всего, на восстановление. Процесс этот в основном идет даже больше не с городской
не из городской части населения, да, юртовцев, а больше вот из сельской. Почему? Потому что вот эта ногайская вот эта ментальность, она все-таки больше сохранилась именно в сельской среде, среди сельской молодежи. И то, так скажем, она наблюдается тоже эпизодически. Но вот это движение, которое еще не насчитывает даже года, в конце вот, до 2019 года это все началось, ну, конечно, вызвало определенный резонанс. Этот резонанс был как положительный, так и отрицательный. По отношению к этому движению, в частности, в СМИ, в средствах массовой информации Республики Татарстан было выпущено несколько передач, где, значит, говорили о том, что это движение ни к чему хорошему не приведет, что это устраивает определенный раскол татарской нации. Вот. Даже были передачи с привлечением этнических юртовцев и карагаши, которые живут, в частности, в Казани, работают и живут там. Был такой посыл с их стороны, что мы никакие не нугаи, мы вот татары. То есть идет такая подмена понятий. Ну, что сказать, было сделано за это время активистами этого самого движения? Во-первых, понятие юртовский нагаец, юртовский нугай уже прозвучало. Значит, сейчас идет у нас активная вот такая просветительская работа, активная просветительская работа. То есть в основном мы, конечно, применяем это всемирную сеть интернет, потому что все ведется на общественных началах, работают общественники, у нас бюджета как такового нет, хотя нас пытаются обвинить в том, что мы там проекты каких-то там спецслужб, что у нас здесь такой вот, на нас там средства какие-то выделяются. Если бы знали, что они выделяются, конечно, мы их бы использовали по назначению, да? Но чего нет, того нет. Причем мы со своими, значит, активистами всячески стараемся выходить, ну, призываем выйти на круглые столы с оппонентами, но никто на это не идет. Почему? Потому что правда все-таки она, как говорится, у каждого своя, но истина она одна. И вот здесь нам наша вот эта история, наша культура, наше прошлое, так скажем, рассказы наших предков, стариков, прадедов, дедов, да, говорят о том, что наша группа, вот эта этническая, юртовские нугаи, они все-таки принадлежат именно к ногайской, значит, к ногайскому этносу. Значит, за это время мы участвовали в различных проектах. Сегодня, кстати, наши ребята тоже участвуют в одном из проектов. Это в таком спортивно-развлекательном проекте, посвященном дружбе народов. Мы участвовали в различных круглых столах. Также активно участвовали, принимали вот в интеллектуальных играх «Что, где, когда», которые у нас проводятся в Астрахани, именно представляем ногайскую команду. Она была сборной, там были ребята и из юртовских нугаев, и из карагаш-ногайцев, и, значит, показали отличные результаты. На данный момент мы являемся чемпионами данной лиги в Астрахани. То есть процесс идет. Неравнодушных людей к этому нет. Неравнодушных людей со знаком плюс и со знаком минус. То есть идет и поддержка со стороны молодежи активной в нашей среде. Ну и есть, конечно, противодействия явные и скрытые со стороны наших оппонентов, как
в средствах массовой информации, я имею в виду интернет, в основном издания, где приводятся, ну, такие, знаете, околонаучные, в кавычках, скажем, аргументы. Например, вот с вами, Алим, у нас было, помню, был тоже такое интервью было, когда говорили, обсуждали мы с вами метрики юртовские, да, Да. где четко, значит, черным по белому написано, что жители юртовских вот этих аулов, сел до революционный период местными имамами местных мечетей записывались как юртовские нуаи. То есть там Амир понятие Дамирович, татарин нигде не присутствовало. На что наши оппоненты так криво, так скажем, приводят свои значит, аргументы, так скажем, в кавычках, говоря, что юртовские нуаи – это больше не этничность, а больше как бы это сословие. Мгм. Амир Давидович, вот если кратко, скажите, пожалуйста, вот из юртовских нагайцев очень много, скажем так, великих, серьезных таких деятелей искусства, культуры и творчества, и даже науки. Если мы вспомним такие имена, как Басир Абдуллин, Наджиб Гасри, также Булат Салиев, некоторых из которых принято сегодня называть татарами. Будет ли вести ваше движение, даже мы можем вспомнить даже авторов такой поэмы, как Харидарман Казылгуль, который общенагайское как бы, такое наследие имеет, да, вот статус общенагайского наследия имеет. Будет ли ваше движение именно работать в плане сохранения и популяризации вот этого вот нагайского наследия, которое относится к юртовцам и, в общем, к нугаям? Потому что, как мы видим из практики, к сожалению, вот в среде юртовских нугаев за то время, пока они назывались татарами, и пока они были записаны татарами, вот шло всяческое вытеснение, как я знаю, из сознания народа вот, имен этих авторов и их произведений. Да, конечно, популяризация непосредственно вот этих деятелей и их произведений – это одна из наших ближайших целей нашего проекта, потому что все-таки для человека, который живет здесь испокон веков, да, у которого там несколько поколений предков, как говорится, жили здесь, не знать своего земляка, не знать своего односельчанина, которого знает во всем тюркском мире, да и не только в тюркском мире, это, конечно, позор. Вот. Поэтому в этом направлении мы будем работать, тем более, что один из упомянутых вами деятелей, в частности, Бекбулат Салиев, его полное имя Бекбулат. Бекбулат Салиев, он мой односельчанин. То есть он выходец из нашего села, первый профессор истории Узбекской ССР. Поэтому, конечно, поднимать вот это все наследие нужно. И мы это будем делать. Вот. Но для начала сейчас у нас идет такой, значит, процесс, что мы сейчас вот заявляемся как юртовские нуаи. Более нас пытаются обвинить в том, что вот это движение, оно идет как бы извне. То есть здесь, так скажем, это движение пытаются связать с нагайцами Северного Кавказа. Но я вам скажу так, что это движение идет именно как инициатива из юртовской среды. Вот мне ребята, у нас абсурдность ситуации дошла до того, что народы, которые вот живут в Астраханской области, когда вот сталкиваются с понятием нагайц, они, ну вот, например, аварцы, да, которые у нас здесь в Астрахани проживают, там, выходцы из Кавказа, когда говорят про понятие нагайцы, им говоришь, они говорят, а вы дагестанские нагайцы или там, ну, с Кавказа, да? Мы говорим, нет, мы местные. В смысле местные, переехали? Нет, мы здесь проживаем уже, нет, испокон веков. Мы аборигены этого мира. Они говорят, да. У нас, говорят, тоже там живут нагайцы. Мы говорим, ну, нагайцы много где, в каких местах живут. Вот мы местные нагайцы. После этого они уже с таким уважением относятся к тому, что мы вот все-таки свое вот это
свою этничность, свое самоназвание декларируем. Амир Дамирович, спасибо вам большое за ваше такое объемное и интересное выступление. Наверное, весь народ следит за теми процессами, которые происходят в Астрахани, и особенно вот в частности, юртовско-ногайским движением. И на самом деле это движение, оно не могло быть инициировано от нагайцев Северного Кавказа, потому что, будь на то воля нагайцев Северного Кавказа, то юртовско-ногайский проект появился бы, наверное, в конце 80-х и в начале 90-х. Но все это время вот это вот желание, оно не превращалось в реальность именно по тому, что это не исходило от самих юртовцев. Поэтому сейчас, да, на самом деле, я вот часто говорю, дело, скажем так, возврата идентичности юртовских нагайцев, это дело самих юртовских нагайцев, а мы лишь можем помочь, так что мы всегда рядом с вами и желаем вам успехов. Я думаю, что вот те люди из научного сообщества и культурного сообщества, которые здесь находятся, они тоже всегда рядом с вами. Многие из них, как я знаю, принимали участие и в ваших круглых столах. Так что желаем вам успехов.